називатися дітям незвичайним, дітям Божим, а тримає те саме ім'я, яке ми тримаємо. Дорогі батьки, яке ім'я ви вибрали для своїх дітей? Чого ви просите у Костьола Божого для сім'ї? Дорогі батьки, просите хросту для ваших дітей. Чи усвідомляєте ви, що приймаєте на себе обов'язок виховати його у вірі, заховуючи Божі заповіді, любила Бога і ближнього, як нас навчив Ісус Христос? А ви, хрестные, ці готові виконати батькам таких дітей виконувати їх обов'язки? Чтение христианской субботы вспоминается без великой радостью, а везде имя обозначают себе знаком крыжа, в основе этим же знаком Христа Балтики обозначат батьки и хрестные. Слава на вышинях Богу! А на земле упокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, Боже небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки берешь на себе грехи и свету, змилуйся над нами, яки берешь на себе грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайца, змилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Богайся. Молимся. Эту святую душу справую за оружие Воронцова и за всіх тих інтенцій, яких вони моляться. У всемогутный Боже ученика, у гэтая радостные дни мы усім сердцем проявляли у воскрес, прославляли у воскресного Солнцу. Нехай пасхальная таямница, якую мы теперь ушановуем за счет и проявляется во всех наших учинках и справах. Распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи и владарит в едности Духа Святого, Бог праду все веки вечные. Аминь. Сядьте, как вы слышите слова. Читание книги Деял апостолов. Коли Петр уваходил, Корнелий вышел насустрач и, упавши до ног, поклонился ему. Петр поднял его, кажучи: «Устань, я так само человек». Петр, открывши свои устны, сказал: «Сапраўды разумею, что Бог не зважає на особу, але у кожному народе приємний йому той, хто боїться його і поступає справедливо». Коли Петр казав ще гэтые слови, Дух Святий сишов на всіх, хто слухав Слово. І вірники з обрезаних, які прийшли разом з Петром, здивилися, що дар Духа Святого вилився і на язичників. Бо чули, як ти розмовляли на різних мовах і славили Бога.
Тады Петр сказал: «Ці може хто заборонить хреститься тим, хто отримав Святого Духа, як і ми?» І загадав охрестить їх у ім'я Ісуса Христа. Потім яны просили його застаться на некалькі дзён. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Перед очима народа объявил позволение свое. Перед очима народа объявил позволение свое. Спевайте Пану новую песню, бо он учинил чуды. Ягуда помогла его правица, и его святое плечо. Перед очима народа объявил позволение свое. Показал Пан свое избавление, перед очима народа объявил свою справедливость. Вспомнил про свою верность и милосердность для дому Израиля. Перед очима народа объявил позволение свое. Уплачивался между земли, избавление Бога нашего. Ускликай, Пану, вся земля, радуйтесь, спевайте, играйте. Перед очима народа объявил позволение свое. Читання першого послання святого апостола Яна. Умилование, будем любить один одного, бо любов от Бога, и кожен, кто любит, народжен от Бога, и ведает Бога. Кто не любит, то не ведает Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Бога до нас открылась в том, что Бог послал в свет Сына Своего Однородного, как мы жили под Него. И тем проявилась любовь, что не мы полюбили Бога, а Он сам полюбил нас и послал Сына Своего, як умилостивление за грехи наши. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Кто любит меня, тот заховывает слово мое, каже Пан, и полюбит того Отец мой, и прийде до Его. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Слава тебе, Пане. У той час Єсус сказав своїм учням: «Як мене полюбив Отець, так і я полюбив вас. Заставайтеся у моей любові. Коли будете заховувати мої заповіді, застанетеся у любові моей, як і я заховав заповіді Отця моего і застався у ягонай любові. Гэта я сказав вам, каб моя радость была у вас, и каб радость ваша была полной.
Вось заповедь моя, как вы любили один одного, як я полюбил вас. Никто не мае большей любови за тую, коли кто житё свое отдает за сябров своих. Вы, сябры мои, коли робите тое, что я наказал вам. Я уже не называю вас слугами, бо слуга не ведая, что робить ягоный господар. Я ж назвал вас сябрами, бо все, что чул от Отца моего, я сказал вам. Не вы меня выбрали, але я выбрал вас и призначил, как вы и шли и приносили плен, и как плен ваш трывал. Как Отец дал вам тое, чего только попросите у имя мое, это наказываю вам, как вы любили один одного. Это слово Пана. Один жид, рабин, пришел до Пана Бога и говорит: Пане Боже, ну покажи, как это небо выглядит. И все молился так. Наконец Бог злитывался над ним, а говорит: добро, даю тебе билет, как ты поглядел, как выглядит с неба. И назначил, конечно, проводыром Илью. Пришел, Илья завел его в великую комнату. Посередине этой великой комнаты стоит великий котел, а в нем еда, супер, наилепшая, якую можно было бы спожить. Глядеть, вокруг котла шмат людей сидят и мають долгие ложки, вельми долгие ложки. А эти люди выглядят на таких худых, недоедых, злостных, неведомо. Чому? Бо приглядывается рабин и глядит: эти люди черпают этой ложкой яду и тянут до себе. Пока дотянут, вся она с этой ложки выпадает. Только и пах им остается из этой еды. Илья говорит: вот это пекло. Пошли в наступный покой. Таки сам ничем не отрознивается, таки великий. Стоит так само котел с той же самой едой. Люди сидят с такими самыми долгими ложками. Глядите, а эти люди выглядят сытые, поевшие, радостные. Радость поміж ними панує. Приглядається далей. Глядять, что им так само черпают из этого котла. Але не идут сами. Але кормят того, до кого эта ложка доходит, кого сягает. Брати і сестри, это и есть сьогоднішнє Євангелія, яку ми прочитали. Не тільки сьогоднішнє, але так само тиждень тому назад. Вона нічим не змінилася. Триваємо в останніх 2 тижнях перед у неба у шестин Ісуса Христа уже в четвер будемо святкувати урочистість у неба у шестин Ісуса Христа. Ісус Христос припомнив, що сидить у вечернику з своїми учнями, споживає опошную вечеру перед мукой. И Ян, евангелиста, который там есть, описывает это здарение, и костел это здарение ставит як постамент. Что с тебе не важное, что має остаться в нашем житті. Любовь Пана Бога, любовь Пана и любовь ближнего. Тривать во мне. Памятаете, тиждень тому назад я вам говорил, что коли отчиним ту Евангелию, что 20 тому назад почуем это слово, что тривать, если не бывает. Я сказал вам, коли кто любит меня, то и заховывая моя заповеди, и полюбит его Отец мой, и прийде до его, и зробит жилье у его. Что означает тривать? Это означает любить. Иисус сказал: як меня полюбил Отец, так и я полюбил вас. Заставайтесь у моей любви. А як застаться? Как заховывать Божие заповеди. Заховываючи Божие заповеди, мы останемся в любові. Раввини мають у своїх домах при входах шкатулочки. У этих шкатулочках при каждых дверях висит заповедь, якую вони знають слабатись. Мало того, на директоріях, на своїх убраннях, эта заповедь так само пришитая, чому має припоминати їм, і вони моляться, як вони їй молилися на щодень, у кожну хвилину свого життя. І ніхто заповідь знає на пам'ять, коли би їх не водив. Хочете на так частка заповіді, 2 заповідей, які ми чуємо. Люби Пана Бога свого, усім серцем своїм, всією душою своєю,
усім серцем, усім моцою своєю. А перше слово вчать «Шемма Ізраїль». Слухай, Ізраїль. Слухай, Ізраїль, що маєш робити. Яны гэтыя словы знаюць на памяць. Яны гэтыя словы прамаўляюць. Але яны гэтых слоў не выконваюць, то не чуюць першага слова. Слухай, Ізраїль. А слухаць означае выконваць. Падчас Другой сусветнай вайны, калі немцы у Дахау адкрылі концлагер для вязняў, быў таксама у Немчах святар паходжання нямецкага, які, як даведаўся, што немцы супраць расізму, што немцы за расізм і таксама тупяць усіх жыдоў, у сваіх пропаведзях, на сваіх казаннях заахвочваў людзей, каб ратавалі жыдоў і каб проціўставіліся таму, што адбываецца. Хутка пра гэта даведаліся немцы, прыйшлі яго, арыштавалі і закрылі таксама на Дахау. Што там было? Там былі вязні войска савецкага. Гэты святар, яму там давалі, выдзялялі якоюсь яду, каб ён там якасці ў гэтым вязенні пратрываў. А большевіком не давалі яды. Ён свою яду пачаў дзяліць з войскам савецкім, з тымі, хто нібы так званыя напалі на іх або абараняліся, невядома гэта сказаць. Ну і пасвяціў усё сваё жыццё. Нават жаўнеры успамінаюць, што ён шмат уратаваў ад пагібелі. Гэта такой звычайны святар нямецкага паходжання, который проціўставіўся таму ўсяму, што адбывалася. Браты і сёстры, некалькі месяцаў перад вызваленнем з'явілася эпідэмія чумы. Не эпідэмія чумы, эпідэмія туфусу. Гэта было 2 марца 1945 года таксама захварэў гэты чалавек. Чаму захварэў? Бо ён згадзіўся, як у першы, каб пайсці і занімацца тымі, хто хварэе на гэтую хваробу. Таксама, як гавораць жаўнеры, успамінаюць шмат каго ён уратаваў дзякуючы гэтаму. Але 2 марца ён сам умирае, заразіўшыся на гэту хваробу. Некалькі тыдняў, можна сказаць, некалькі дней перад вызваленнем гэтага концлагеру праз войска амерыканскія. Тыя, хто быў у вязні концлагера, схавалі яго цела і патаемна вынеслі з концлагера. Чаму? Таму што той, хто хваліў на туфус, нельзя было яго выносіць, іх там усіх палілі. Яны вынеслі, схавалі яго прахі, і па сённяшні дзень гэтыя часткі цела знаходзяцца у касцеле Вёльсбургу, у касцеле Найсвяцейшага Сэрца Пана Ісуса. У 2016 годзе гэты святар быў кананізаваны, чым з'яўляецца благаславлёным. Чи гэта таксама не з'яўляецца сённяшняя Євангелія? Як ми маємо любіць, для якого сторону прабачаць? В Святом Писании мы почуем, что Павел скажет, калі принесешь свой дар до алтаря и припомнишь, что хтось має супроти тебе, штось иди, оставь этот дар, иди поjedнайся. Альбо в другом месте прочитаем, что коли ты идешь своим противникам до судьи, так поспробуй еще зим помириться в дороге, как он тебе не отдал дозорца, дозорца не кинул тебе до вязницы. Это главное слово. 5-й тыдзень Великого посту я закончил реколлекцию у Туришкове, апошняя святая имша отбылась в 18 годин, более-менее у 20 я оттуда выехал, на границе был с межою у 2 годины ночи, а другой годины ночи. Вельми добрая чарга шла вперед, мы подъезжали в школьном моменте, более-менее после 12 годин, где-то может 14, это вот чарга становилась. Думаю, ну, осталось передо мной 20 автомобилей. Выйду, погляжу, чему она остановилась. Раз, открыли шлагбаум, заехал на 20 автомобилей, а я только на один проснулся. Другие раз отчинили шлагбаум, я снова на один проснулся. Ну, уже тогда человек это не выдерживает, и перегодится. Оказывается, есть остановка, припынок, здесь припынка, общественный, там как раз розные леса, заезжает туда, заезжает, там больше автомобилей становится. У 2 ряда, у 2 чарги, и все, тебе не пускают. Ну, я, конечно, коли уже ведаю, что споздняюсь и на имшу, и
уже стою амаль сутки на границе, думаю, что-то сделать. Да позвонил, куда треба позвонить, приехали, говорят, а какие есть доказы? Я говорю, немає никаких доказов. Ну, наконец, они там остановились, чтобы никто не заезжал, я приехал на эту границу, шагу чекаю уже на польской межи, подходит до меня уже человек 20. Маленький, маленький просто большой. И говорит, ты что, вообще обалдел? Что ты делаешь здесь? Я трошу себя, как проехать границу, не только по себе, а так само про ты. Кого вы заезжаете, они не мають смелости отваги, они мають смелости отваги. Как привести просто, и что-то поэтому противоставиться. Но как вы стояли в черзе, вам бы заняло столько, сколько и мне. Не целые сутки, как проехать границу. Начали фотографировать мою машину. Начали меня с машины маленько понимать. Я говорю, да, это, конечно, тут какая радка, что солнце. Один говорю, а вы сейчас священника? Я говорю, да, священник. Понятненько. Там тебе машину переверили. Говорю, переворачиваться. А не тут, не там. Мы будем на тебя чекать, а вы чекаете. Ну и я прошел. И они там хотели уже биться за мной, правда, на ножи. Я думаю, что им сказать? Чего человек боится? Памятайте. Ну что, ну сегодня я живу. Может, завтра я помру. Может, вы завтра помрете. Не знаю, кто с нас лучше. Как будто сдать это, по Богу, сопровождавшему экзамен, что мы якобы об поступали. Вот тут еще разрешить. Ну, человек, который не верит, ну что он верит в смерть, например, и верит, что смерть, что не успели своих машин продать, реализовать планы. Думаю, ну так, хорошо. Добро. Разошлись. Я прошел контроль. А этот человек, который там какие проводы был, мою машину сфотографировал с каждой стороны, хотел знать, как не забудь, где я служу усім, как со мной разобраться. Я, конечно, промолчал. Ведомо, что по номерах можно было бы навести кожный автомобиль. Я переехал межу, и он переехал передо мной межу. Стоит, чекая на своих сябров. Я подхожу, остановился напротив, стучу в окно, вытягиваю руку и говорю, пробачь, что я так поступил. Ну, вот эмоции меня даже. Отворачиваюсь, а я говорю, нет. Это я боялся подойти, испытать, перепросить. Это мне хамы оставались. И все, такий способ мы разъехались. Брати и сестры, чи это не Евангелие так само життя? Поєднайся, пока можешь. Потому что я не знаю, никого не нашел. Мне, может, теперь не памятаю, але я имел чистое сумление, что я успел поєднаться с тем, кто даже неправильно поступал. Пошукать пробачение. А тем самым он сам нашел пробачение, как мне попросить пробачение. Просим, как мы в нашей жизни так само умели любить один одного, до опошної хвилини наше життя. Любите один одного, пока есть такая можливість. Дети батьков, батьки детей, батьки поміж собою, своих дядуль, бабуль, убрите момент, что их не будет. И уже ты не будет, кого и як любить. Ради Иисуса Христа просим, как был милосердный для этого дитя, для его батьков, просто Иисуса Христа. Молимся, как звали и Духа Святого, это дитя народилось до життя вечного. Тебя просим. Молимся, как оно стало живым членом Твоего Святого Костола. Тебя просим. Молимся, как оно могло слухать Твое Святое Евангелие, заховывать его и быть его свидетелем. Тебя просим. Молимся, как оно с радостью могло удельничать у Твоей охвярной гостиной. Тебя просим. Молимся, как оно любило Бога и ближнего, как Ты научил нас. Тебя просим. Молимся, как наученное Словом и прикладом христианам, оно возрастало в святости и мудрости. Тебя просим. Молимся о общих интенциях, каких молятся ружи Жренцова, и так само за их. Тебя просим. Молимся за всіх учнів, щоб завсёды заховували единство віри і любові. Тебя просим. Святая Мария, Мать Божия, святый Яне Хрестителю, святый Юзефе,
молись за нас. Святые Петра и Павле, Молись за нас. святая Ксения, Молись за нас. все святые Божия, Молись за нас. всемогутный вечный Боже, Ты послал свет Своего Сына, как Он открыл от нас мод сатаны духа неправедности, а человека вызволенного с темры перенес судомное благодарство Твоего светла. Покорно молим Тебе, как Ты вызволил это дитя першеродного греху, учинил его святыней Твоей величи и местом пребывания Духа Святого, праз Христа Пана нашего. Нехай обороняйте моц Христа, Zbawcy, jaki żyje i władary na wieki wieczne ja. Молимся, дорогие братья и сестры, как Пан Бог Всемогутный, одаругате дитем новым житем с воды и Духа Святого. Благословленный Ты, Боже Ojcze Всемогутный, bo Ty stworzył воду, яка очищає и подтримливает життя. Благословленный Ты, Боже, теперь и навеки. Благословленный Ты, Боже, одинородный Сын Иисус Христа, во Твоего Богу пролилась вода и кровь, как со смерти и воскрешения Твоего народился костел. Благословленный Ты, Боже, теперь и навеки. Благословленный Ты, Боже, Духу Святый, bo Ty namastил Христа, хрещенного в воде Иордану, как все мы были охрещены в Тебе. Благословленный Ты, Боже, теперь и навеки. Про таємницю этой освяченной воды спошли ласку духовного отражения Твоей слузе Ксении, якую у веры костела Ты покликал до хросту, как она мила житевечная, праз Христа Пана нашего. Дорогие батьки и хростные, праз сакрамент хросту принесенное Вами дитя, отримає як дар новое життя Божьей любови, новое життя с воды и Духа Святого. Старайтесь выховывать его в вере, так как это воское життя было заховано от заразы греху и могли неспынно узрастать у ваших дитят. Коли вы, керованные вашей верой, готовы принять на себе это обовязок, то узгадываючи свой уласный хрост, отречитесь от греху и вызнаете веру у Иисуса Христа, бо это вера костела, у якої приймає хрост ваше дитя. Тому питаюся у кожного з вас, чи ви ракаєтеся греху, как жить у свободі дітей Божих? Ракаюся. Чи ви ракаєтеся усього, що веде до зла, как грех не панував над вами? Ракаюся. Чи ви ракаєтеся сатани головної причини греху? Ракаюся. Чи вірите у Бога Отця Всемогутнього, Створителя неба і землі? Вірю. Чи вірите у Ісуса Христа, Сина Його єдиного Пана нашого, народженого з Діви Марії, замученого і похованого, який воскрес з померлих і сидить праворуч Отця? Вірю. Чи вірите у Духа Святого, святий костел католицький, єдне святих, відпущення грехов, у воскрешення тіла і життя вічне? Вірю. Это наша вера. Это вера костела, вызнавать якую наш гонор у Иисусе Христе, Пану нашим. Чи хочете, как Ксения приняла хрост у веры костела, якую мы все разом только что с вами вызнали? Добро, да будем хрестить. Ксения, я тебя хрещу во имя Отца и Сына и Духа Святого. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была справедливу, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Всемогутный Бог, Отец Пана нашего Иисуса Христа, який вызволил тебя от греху, отродил с воды и Духа Святого, сам намощает тебя хризмом спавления, как ты, долученная до его народу, пробывала в Христе, святару, пророку и владару на життя вечное. Аминь. Ксения, ты стала новым створением, я пронулася у Христа, нехай гэтае белое одение будет для тебя знаком годности дитяти Божьего,
za pomogą słowa i przykładu bliskich nasiei niezabrudzone u życie wieczne. Amen. Прийміть світло Христа. Вам, батьки і хрост, не довіряється підтримувати це світло, як ваше дитя. Освітлене Христом завжди поводило себе як дитя світла і, триваючи у вірі, могло вийти на зустріч приходячому Пану разом з усіми святими у небі. Ви охрещені у Христі, у Христа обранулися. Аллилуйя, аллилуйя. Можно вернуться на свое место, и на дарование заспевать счастье. Номер 224 спів. Дотронися до моих ваших и вашу, и вашу. Дотронися моих устах и промолвлю прославление. Дотронися моего сердца и очисти. Хай Твой Дух Святый наполняет меня. Дотронися до моих вошей, уважу и уважу. Дотронися моих устах и промолвлю прославление. Дотронися моего сердца и очисти. Хай Твой Дух Святый наполняет меня. Молитесь, как мою и вашу, як я хранил Бог, Отец Всемогутный. Нехай вам Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Ojcze Niebiesny, niechaj wzniosутся до Тебе наши молитвы, як явы, как очищенные Твоею ласкою. Мы стали годными удельничать в сакраменте Твоей великой любови, праз Христа Пана нашего. Аминь. И с Духом Твоим, Богу сердцевым, подякуем Пану Богу нашему. Заправды годна в этой справедливо слушна и избавленна, как мы Тебе, Пане, завсёды славили. Особливо в этот час больше прочисто обещали Твою хвалу. Коли Христос был отвергованный, як наша маска, боем соправдая огнем, и Он узял грех и светлый Своей смертью мировом нашу смерть, вернувши нам житье про свое с мертвых повстание. Тому, откупленное человечество во всем свете радуется в воскресению Христа, от горя вело разом со всеми святыми, спеваем с Тобой им хвалы, неспынно воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Твой, кто
jedności z усім Kościołem u pierwszy dzień dnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес i послал na apostolów Ducha Świętego, przez Chrysta prosim Ciebie, Всемогутний Боже, освяти эти дары росою Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку дали складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте с его все, бо это есть кielich крови моей нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры, обвящаем смерть Твою, Пане Иисус. Признаем Твое воскресение и шагаем Твое преступление. Wspominając śmierć i zmętłe powstanie Twojego Syna, akwieruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как учит нас, прымающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал любови разом с Папом нашим Францишком, Biskupом нашим Юзефом i усім духовенством. Пам'ятай так само про новоохрещеную Ксению, так само про братов и сестер наш, які постулив надій на воскрешення, і про всіх, хто у ласці Твоєї прийшов з этого світу, і дозволь їм убачить святого обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел житті вічне, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II и всеми святыми, які справді уподобалися Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Tobie Boża Ojcze Всемогутный, у jedności Ducha Świętego, usia пошана и хвала, празу все веки вечные. Называемся детьми Божьими и являемся тому полной вдячности, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, ale zbaw nas od zła. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и приища Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодатство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim:
Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одари Его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде с вами. И с духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Я тебя грешна грехи свету, смилуйся над нами, Баранку Божий, я тебя грешна грехи свету, смилуйся над нами, Баранку Божий, я тебя грешна грехи свету, одари нас упокоем. Боже баранок Божий, Боже той, хто бере на себе грехи світу, благословленный, покликанный я на вечеру ягоную. Аминь. Я не так, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 62 успел. Слезы свару вытирайте, прогоняйте слезы, песни распевайте, ай души слезы. У вас росла над панами, и он живет разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, успевайте, аллилуйя, что для Пана воды строят, камни расходятся. Не стремали твоя воля, что нам жить несе. Низший Бога, кто старался, на горе намазался. Аллилуйя, аллилуйя, усмехайте, аллилуйя. Бог могутный, от натуры, что створил земный шар. Вышел в гробу, низший горы, весь народный вода. Водопади раскрою, небо собою. Аллилуйя, аллилуйя, успевайте, аллилуйя.
Сына Божий, ай хвалу возносить Божий. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Номер 306. Муть моя, Тебе спевать я буду. Вот Ты мой моя надежда, доверяю Тебе и не боюсь. Моц моя, Тебе сявать я буду. Вот Ты моя надежда, доверяю Тебе и не боюсь. Моц моя, Тебе сявать я буду. Вот Ты моя надежда, доверяю Тебе и не боюсь. Молимся. У всемогутный вечный Боже, пред мертвых повстания Христа грозил нас до життя вечного. Помножь у нас плен пасхального сакраменту, и умацуй хлебом збавление нашей сердцы, праз Христа Пана нашего. Объявы. 9 мая у четверг урочистость у небывших Степана, святые имше будутся Троичи. У 9 годин раницы, у 15 и у 19. У этот день все верники мають обов'язок быть на святой имши и устрематься от виконання необов'язкової праці. Все имши будут на белорусской мове. Раз увесь месяц май, святые имши вечеров, после святой имши вечеровой у 19 годин отправляются на божество майовое, а у неделю после святой имши у 10:30. У пятницу 10 мая розпочнем новенну перед урочистостью спаслания Духа Святого. На этом тыдні припадає перший уторок месяца, день молитвы про заступництва святого Архангела Михаила с новоженством и с благословением на способ людский. 1 червня у суботу, першую суботу месяца червня, чекає нас пілігримка у Будслав. Есть махчимость ехать супольно автобусом от нашей парафии. Можно записываться у закрытый прикладный кошт 25 рублев. Адорация Пана Иисуса в Наисвятейшем Сакраменте. У понеділок нема, вівторок так само, інші дні від 14 до 19. Дякуємо за ахвярування на будову, за спільну індивідуальну молитву, за співоправу літургічну, прибирання каплиці, тим, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на цьому тижні святкує дні народження, іменини, юбілей, хто чекає народження дітей. За Ксенію і її батькових хрестних з нагоди хресту. За Геннадія і Поліну з нагоди шлюбу. Помолимося за добродіїв і передавців нашої парафії, так само обнови добродіїв. Кожного з нас, довіряючи под опіку Маті Божої, Твоєї опороні віддаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погоржай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсюды. Анна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекуй
опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас дорожай, Сыну Своему нас отдавай. Ona najświęciejsza Hostyja, Wiadzina zdrawia wiecznych praw, Przywożąc mocy nas marożyja, usmaży nas, daj siłę nam, a zmiłuj Ojcy, Bóg święty, tak wielka nas ziemi, tak i zakończyca nasz świat ziemny, błogosław, Zajobrymi. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, Chryste paczuj nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boża, zmiłuj się nad nami. Synie Zbawiciel światu Boża, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boża, zmiłuj się nad nami. Święta Trójca, Dziwy Boża, zmiłuj się nad nami. Świętaja Maryja, Marysia za nas. Świętaja Bogorodica, Marysia za nas. Świętaja Panna nad Pannami, Marysia za nas. Maci Chrystowa, Marysia za nas. Maci Kościoła, Marysia za nas. Maci miłosierności, Marysia za nas. Maci łaski Bożej, Marysia za nas. Maci nadziei, Marysia za nas. Maci Praczystaja, Marysia za nas. Maci bezzagadnaja, Marysia za nas. Maci nienarusznaja, Marysia za nas. Maci niewinnaja, Marysia za nas. Maci najmilejsza, Marysia za nas. Maci najcudowniejsza, Marysia za nas. Maci dobrej rady, Marysia za nas. Maci Stworzyciela, Marysia za nas. Maci Zbawiciela, Marysia za nas. Panna najmądrzejsza, Marysia za nas. Panna chwały godna, Marysia za nas. Panna prasławiona, Marysia za nas. Panna marówna, Marysia za nas. Panna łaskawa, Marysia za nas. Panna wierna, Marysia za nas. Lustra sprawiedliwości, Marysia za nas. Stolica mądrości, Marysia za nas. Przyczyna naszej radości, Marysia za nas. Świętynia duchowna, Marysia
молися за нас. Святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная Божности, молися за нас. Рожа язычная, молися за нас. Вежа Давидова, молися за нас. Вежа скорости свободой, молися за нас. Золотые ноги, молися за нас. Ковчег заповеду, молися за нас. Храмая весная, молися за нас. Зорка равнищая, молися за нас. Оздоровление боли, молися за нас. Приду воскресших, молися за нас. Алёнка Михайловна, молися за нас. Судья жарница заслушаны, молися за нас. Успорога христиана, молися за нас. Королева Орёла, молися за нас. Королева патриарха, молися за нас. Королева пророков, молися за нас. Королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, молися за нас. Королева мирославцев, молися за нас. Королева волнов, молися за нас. Королева всех святых, молися за нас. Королева без греху, без шаров многозащитная, молися за нас. Королева в небо взятая, молися за нас. Королева ружан за святого, молися за нас. Королева северя, молися за нас. Королева с упокою, молися за нас. Королева Беларуси, молися за нас. Королева свету, молися за нас. Маранку Божий, яки ярешнася греха и свету, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане. Маранку Божий, яки ярешнася греха и свету, выслухай нас, Пане, выслухай нас, Пане. Маранку Божий, яки ярешнася греха и свету, Змилуйся над нами, змилуйся над нами. молися за нас, святая Богородица. Остались мы годными обрезанием Христовым. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам слугам Твоим тешиться тревалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво наисвятейшей совсюды Панны Марии, мой ласку вызволить нам за теперешнего смутку и дарить вечной радостью, праз Христа Пана нашего. Аминь. Просить интерцессию Святого Отца Твою, я воронь отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не провожай молением нашим, и от усялякой злой приходы выбавляй нас завсюди. Панна хвалебная и благословенная, о Пане наша, обернув
Матка наша, Утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас повернай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Pamiętaj o Najświętejszej Panna Maryja, что николи не сдарилась, как покинула того, кто на тебе утекая. Тебе надо по Богу крича, Твоей опеки бросить. Гэтым довером натхненный до Тебе, о Панна над паннами и Мати нашей, имкнуся, до Тебя прихожу, перед Тобою грешный плачущий стою, о Мати слова, не погрожай словами моими, а почуй их ласково и выслухай. Таємницю сакрамента, Господи наші дам Тебе, радіть подстаённые права, Божьей заводе, что нам разумеет тумачить, святого веры приносе, Богу вечному Тройцы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, що от них походить, Отцу вечного святла. Амен. Молимся, Боже, распасхальную таємницю Христа, Ты откупил всех людей. Заховай нас праву Твоей милосердности, как мы неспинно згадуючи таємницю наша, разбавлению достоились отримать Его, праз Христа Пана нашего. Амен. Павлю Божий помощи, огрели наши вы, у сакраменте, славю Бога. Божий помощи, огрели наши вы, у сакраменте, славлю Пана, Божий помощи, огрели наши вы, у сакраменте, огрели наши вы, у сакраменте. Заспеваем песню заканчаем, прошу батьков и хрусту, как пришли расписаться и хрусту. Номер 6:11. Радуйся, неблагодарка, о той, кому ты есть мати, мертвых восстал плодно слова, а ты молись за нас, Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Смейся и радуйся в небе, за нас молись в потребе, как мир в невесте Бали, Бога и себе прославляли. Аллилуйя, аллилуйя. Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа.
Христа. Нехай буде похвален найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Бога нашего имени Пана, творим небо и землю, молимся. Пане наш Боже, Твой милованный Сын, померный крыжитель, отправление всех людей, просим Тебя, благослови в этой крыже, умацуй нашу веру, надею и любовь, и дозволь нам стать удельниками воскрешения Твоего Сына, який с Тобою живет и володарит раз все веки вечные. Аминь. Все, супер, вам еще пам'ятка хороша, і зробимо супольний стимок, так? Принаймні, як дитячі, пам'ятку. Такие хрустные тоже, а потом все остальные. Очень важно. Не надо, не надо. Все? Много же. Кажется, если сюда. Самое.